Эрениш. Эрениш – одна из древних национальных игр кыргызов, игра в которую боролись наши предки и борются по сегодняшний день. В настоящее время Госагентством по физической культуре и спорту при правительстве Кыргызской республики и Центром развития национальных видов спорта Эрениш включен в программу республиканской спартакиады «Моносиада». Правила соревнований и весовые категории. В соревнованиях по Эренишу имеют право участвовать спортсмены в возрасте от 19 лет и старше, имеющие хорошую спортивную подготовку и имеющие разрешение врача. В некоторых случаях имеющие отличную спортивную подготовку спортсмены допускаются с 18 лет. Допуск к соревнованиям дает комиссия, в составе которой обязаны быть судейский секретарь, главный врач соревнований и ветеринарный врач. Соревнования по Эрениш проводятся по 3 категориям – 70 кг, 90 кг и свыше 90 кг. В день соревнования взвешивание участников должно проводиться за 2 часа до начала игр. При проведении взвешивания по весовым категориям каждый участник обязан предъявить документ с фотографией, удостоверяющей личность спортсмена. При взвешивании спортсмены обязаны раздеваться до трусов. В составе комиссии взвешивания присутствует зам главной судьи, секретарь соревнований и врач соревнований. Результаты взвешивания фиксируются в протоколе взвешивания. Спортсмены, опоздавшие или не явившиеся на взвешивание в соревнованиях, не участвуют. Правила проведения схватки, начало и конец схватки. До начала схватки арбитр проверяет готовность спортсменов к схватке. Происходит процесс завязывания пояса и выполняются следующие функции. Участники схватки по жесту арбитра обязаны подъехать к центру круга и стать против друг друга. По жесту арбитра участники обязаны поздороваться, взявшись за руку, то есть рукопожатием, развернуться и отъехать на край круга. По жесту или же по свистку арбитра участники начинают схватку. После окончания схватки участники по жесту арбитра становятся в центре круга против друг друга. После объявления арбитром результата схватки участники демонстрируют уважение друг другу рукопожатием и уезжают из круга. Время проведения схватки по Эренишу. Время схватки длится 6 минут. Когда один из участников получает травму или какие-то неполадки в одежде спортсмена или седла лошади, схватка останавливается. Дается 2 минуты времени для оказания медицинской помощи или для поправки седла и одежды участника. Если участник не успевает за 2 минуты выйти на середину круга, то ему засчитывается поражение. Если за 6 минут схватки один из участников не получает чистую победу, то победитель определяется по очкам. Чистая победа. Чистая победа присуждается, когда один из участников стаскивает с лошади соперника, и тот задевает землю какой-нибудь частью тела. За чистую победу присуждается 4 очка, проигравшему дается 0 очков, а за грубое нарушение участника снимают с соревнований. Победа по баллам. Победа по баллам присуждается спортсмену, набравшему большее количество баллов. Когда количество набранных баллов одинаковое и время схватки заканчивается, то дается дополнительно 2 минуты с захватом обеими руками за кушак. И считаются набранные баллы. Кто первым зарабатывает 1 балл или 2 балла, тот и выигрывает. Если баллы получает, кто первым отпускает захват, тот получает поражение. За победу по баллам присуждается 3 очка, проигравшему 1 очко. Один из участников по решению арбитра получает 3-е предупреждение за пассивность или же за нарушение правил соревнований схватка останавливается. И получивший 3-е предупреждение спортсмен снимается со схватки. Ему присуждается поражение, получает 0 очков. А сопернику присуждается чистая победа, который получает 4 очка. Баллы присуждают в следующих действиях. Руку соперника прижал на шею лошади и удержал 3 секунды – 1 балл. Руку соперника прижал на седло и удержал 3 секунды – 1 балл. Когда соперника заставил хватать за шею лошади или же за седло, чтобы не упасть с лошади – 2 балла. Когда руку соперника завернул назад, но он не упал с лошади – 2 балла. Когда участник старается уйти от борьбы, то ему дается предупреждение за пассивность, а сопернику присуждается 1 балл. Участник встречает соперника своей лошадью, не давая ему приблизиться к спортсмену. Дается предупреждение, а сопернику предупреждение 1 балл. Определение победителей и призеров соревнований. Победитель соревнований в одной весовой категории определяется по олимпийской системе и наименьших штрафных очков в течение соревнований. Остальные места определяются по количеству набранных очков или баллов в течение соревнований. Если у 2 участников баллы одинаковые, то впереди будет тот спортсмен, выигравший встречу между ними. Если у 3 и более участников одинаковые баллы, то побеждает тот, у кого большое количество чистых побед. Если этот результат одинаковый, то победитель определяется по наименьшей затрате времени на чистые победы.
Места в командном зачете тоже определяются по количеству очков всех участников команды. Если у двух и более команд одинаковое количество очков, то победитель определяется как в личном зачете. Если в схватке победитель не определился, когда у них одинаковое количество баллов, одинаковое количество предупреждений и до конца схватки остается 2 минуты, схватку останавливают и дают обеим спортсменам захват 2 руками за кушак и по свистку начинают схватку. Если один из участников отпускает руку от захвата кушака, то сопернику присуждается 1 выигрышный балл, и после окончания схватки ему присуждается победа по баллам. Если по окончании 6-минутной схватки победитель не определился, то победитель определяется в 2-минутной борьбе захватом 2 руками за кушак соперника. Разрешительные приемы. В схватке спортсменам разрешается проводить следующие приемы. Захват за руку соперника. Прижать руку соперника на седло. Захват за кушак 1 рукой 2 руками. Вытащить соперника из седла захватом за кушак. Захват туловища соперника. Захват за ноги соперника, чтобы вытащить ногу соперника из седла. Толкать руками соперника за туловище и руку в любую сторону. Захватить за шею своего коня. Когда соперник перетягивает его, ему разрешается упираться коленом или ступнями за свою лошадь. Захват за шею соперника. Запрещенные приемы. В схватке запрещается проводить следующие приемы. Удары ногой соперника или лошадь соперника. В таком случае снимается со схватки. Ударить рукой соперника или камчой снимается со схватки. Захват соперника за волосы, за уши, за лицо снимается со схватки. Захват соперника за пальцы рук, движение против сустава рук или же прижатие рук соперника под ноги. Бросать уздечку за руку или на шею соперника, или бросать за шею лошади соперника. Дается предупреждение, а сопернику 1 выигрышный балл. Место проведения соревнований по эрингишу. Форма одежды спортсменов и снаряжение. Соревнования по эрингишу проводятся на ровной площадке в кругу, диаметром 30 метров. На площадке не должно быть ни камней, ни ямочек, ни бугров, ни выступов. Зрители должны находиться от круга, где проводятся соревнования, на расстоянии 25-30 метров. Форма одежды спортсмена по эрингишу до пояса раздетый, то есть голый торс. Кушак, брюки из крепкого материала, сапоги. Сзади седла должен быть бактурунчок. На руке спортсмена должна быть камча. Арбитр. Судья или же арбитр руководит за ходом схватки, чтобы проводились по правилам соревнований. Судья следит за тем, чтобы один из спортсменов не нарушал правила соревнований, когда проводится запрещенный прием, когда один из соперников получает травму, когда наблюдаются изменения в форме одежды, когда надо обратиться одному из участников или обеим спортсменам, останавливает схватку. Арбитр обязан следить за ходом схватки и определять, кто честно ведет схватку, кто уклоняется от борьбы, делает видимость ведения схватки. Чтобы схватка прошла честно и справедливо, судья обязан использовать свои права и обязанности честно и до конца схватки. Когда схватка заканчивается, арбитр поворачивается в сторону старшего судьи и показывает рукой в сторону спортсмена, которая выиграла схватку. Судья-секундометрист. Судья-секундометрист обязан находиться на главном судейском столике. Он объявляет начало схватки и объявляет ей об окончании схватки. Он фиксирует случаи, когда участник схватки получает какую-либо травму или же имеются неполадки на форме одежды. Тогда им объявляется остановка времени или же объявляется о предоставлении дополнительного времени для продолжения схватки.